Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего вы совсем не ждете, но что случится с вами по судьбе? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и задайте, пожалуйста, вопрос от своего имени. Так и спросите, чего я совсем не жду, но что случится со мной по судьбе. Ну и срок свой назовите. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Угу. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужое не берите, но и свое не пропускайте. Не ждете вы, что найдете выход из какого-то тернового куста. Но здесь явно как темный лес, терновый куст, что-то прям такое болезненное, неприятное. И вы в нем бродите, вы выход найти не можете. Выхода нет, либо выход вам не виден. Это может касаться вашей ситуации в жизни. Это может быть ситуация в ваших личных отношениях. Это может быть какая-то очень серьезная проблема, которая просто вот обрушилась на вас, да, тяжелым бременем. Вы, в попытках на ощупь, да, найти правильный путь, правильный выход. Руки уже себе все покололи, сбили. Тяжело, тяжело. Смотрите, выход, он прям совсем рядом. Выход, он идет через какое-то знание, либо через какую-то информацию. Смотрите, выйти вы можете всегда, но вам нужно получить какое-то знание, либо какую-то информацию. И вообще вы попали в эту ситуацию не просто так, а в каких-то обучающих, поучительных целях. То есть вам нужен этот опыт для того, чтобы, во-первых, в себя поверить, во-вторых, научиться добывать информацию, либо, может быть, еще наравне со всем прочим, больше уверенности в себе у вас должно быть, да, что вот вера в себя, что я смогу, либо вера вас должна вести, да, что Боженька поможет. Смотрите, выход совсем близко. Здесь 2 периода времени показывают. У кого-то отыграется 2 дня, у кого-то 2 часа, а у кого-то и 2 недели. Но выход вы точно найдете. Это не 2 месяца, вам серьезно говорю. Это скорое событие. Да, 2 недели это тоже скорое событие считается. Знания. Ищите информацию, спрашивайте у других людей, опирайтесь на информацию, которую вы получаете извне. Это могут быть и книги, и газеты, и интернет, какие-то паблики, интернет-сообщества. Это могут быть знакомые, незнакомые. То есть кто-то должен подсказать, либо где-то вы должны эту информацию прочитать. 2 часа, 2 дня, 2 недели, и выход будет найден. Вы, кстати, очень близки уже к выходу, очень близки. И то, что вы сейчас переживаете, когда выход будет найден, вы более никогда в жизни не испытаете. Мало того, вы, скорее всего, другим будете помогать выбираться из подобных ситуаций. Ключ к знаниям. Да, надо обрести какую-то информацию, либо какое-то знание найти. Дальше, мои хорошие, вы не ждете, что вам кто-то что-то будет предлагать. Но в данном конкретном случае показывают, как будто бы зернышко вам предлагают. Зернышко – это вообще на самом деле очень ценный ресурс, потому что из зернышка обычно у нас вырастают растения, и мы можем снять с них урожай.
Здесь какой-то человек вам передает из рук в руки это зернышко и говорит: вот бери, посади и наслаждайся, как говорится. С левой стороны. Возможно, тот, кто вам это зернышко передает, допустим, незнакомый вам человек, у кого-то отыграется, что человек никогда не отличался какой-то щедростью, либо желанием вам помочь. То есть какой-то элемент неожиданности просматривается. Но зернышко вы в своих руках держите. Пожалуйста, не медлите, сразу его садите, и будет вам чудо. Зернышко может быть как и предложение, как и шанс, так и, например, ну нет, это не подсказка, это что-то, что действительно выстрелит, там прям гарантированный успех. Может быть, это какой-то предмет даже, при помощи чего можно зарабатывать. Что-то в таком ключе мне идет. Но зернышко крупное, это не мелочь. Нет, это там не семечко подсолнуха, это что-то прям большое такое. Ну, в общем, сами разберетесь, сами поймете. С левой стороны, ну, буквально вот в ближайшее время вам это зернышко будут передавать. Из рук в руки передают. Так, с правой стороны. Человек. Здесь человек, который худеет на глазах. Прям уже в ниточку превращается. Человек, которому бесконечно как-то грустно, плохо. Пошатнулось здоровье, пошатнулись дела. Человек, возможно, в недавнем прошлом был вполне себе обеспечен, счастлив, здоров. Какая-то должность, позиция в жизни была достаточно стабильная. А теперь человек превращается в ниточку. В ниточку. Вы когда этого человека увидите в следующий раз, вы просто обалдеете и скажете: да как же так? Да как такое может быть? Что с тобой случилось? В какую мясорубку ты попал, либо попала. Человек сдает просто на глазах. А я вам так скажу, это не на пустом месте. Этот человек сам виноват во всех своих бедах и в том, что с ним либо с ней происходит. И встреча ваша будет не случайна. Здесь именно небеса хотят, чтобы вы посмотрели на этого человека. Этот человек, женщина либо мужчина, перед вами очень сильно виноват, виновата. Но вплоть до того, что этот человек в свое время вам, ну, самого наихудшего желала, но, слава Богу, это не случилось. Но, тем не менее, грешник, этот человек грешник, так мне идет. То есть вы посмотрите, как высшие силы при жизни людей всего лишают, как высшие силы при жизни людей наказывают, отбирая у человека все. Все, чем человек дорожил, все, что человек непосильным трудом, нечестным трудом наживал в таком ключе. Ну, в общем, жалкое зрелище. И знаете, что это все не напрасно, не просто так. Вам специально показывают этого человека. Да. Не берите дурного в голову и знайте, что человек сам виноват. Ничем уже тут не поможешь, помогать не стоит. И еще, мои хорошие, тот, кто рядом с вами. Кто рядом с вами? Это может быть и муж, жена, это может быть и ребенок, и кто-то из родителей. Может быть верный друг, либо верная подруга. Кто-то, кто рядом с вами. Большой праздник идет с этим человеком рядом, под руку. У этого человека совсем скоро что-то очень-очень хорошее в жизни произойдет. И этот человек именно с вами своим хорошим поделится. Потому что все это время именно вы были как поддержкой, надежной опорой. Именно вы тот, кто верил, тот, кто помогал, тот, кто подталкивал. Здесь, смотря что у человека в жизни происходит. Да? Кто-то мечтал найти хорошую работу, найдет, придет к вам, с вами будет этим делиться. Если человек мечтал там, о каких-то достижениях, достижения произойдут, опять же, к вам прибежит, с вами будет этим всем делиться. И это еще информация, она как-то скрашена финансовыми токами, потоками. То есть человек будет при деньгах, с деньгами, либо большие деньги будут обещаны этому человеку, либо получены этим человеком. Вижу, что человек с вами вот ровно пополам делится. Вот говорит, вот это твоя честно заработанная половина. Потому что если бы не ты, то у меня бы сейчас вот этого праздника не было, праздника жизни бы не было.
Слушайте, ну прям, да, благодарный человек, и вы хоть и не хотите принимать, но человек будет настойчив, прям пихает вам и в карманы, и за пазуху, но куда-то тянется, туда и будет пихать. Вот. На самом деле хорошее событие, очень хорошее. Видите, под конец года, да, чудеса случаются. В общем, все довольны, все счастливы. Главное, никому не рассказывать, чтобы не погладили, не дай бог, либо не перебили. Вот, не стоит никому ничего говорить, там сами собой порадовались, и все. И тишина, и молчите. На людях делайте вид, что ничего не происходит, либо наоборот, все плохо. Пусть они лучше хорошо спят, понимая, что у вас все плохо, чем плохо спят, зная, что у вас все хорошо. Да, не надо портить хороший сон дурным людям. Народная мудрость, да, не буди лихо, пока спит тихо. Вот это вот как раз к вам относится. Так, еще. Вижу, что кто-то перегнет палку. Тут какой-то момент нечестности, несправедливости. Ну, либо прям совсем абьюз какой-то пойдет. Человек перегинает палку. То есть вы очень терпеливый, вы многое можете стерпеть, вынести, многое даже можете оправдать, ну, потому что человек вы добрый, совестливый. Но вот это уже будет перебор. Вижу, что как будто бы пробуждают в вас дикого зверя. На что-то вы такое способны, чего сами от себя не ждете. Здесь действительно вас либо кто-то, либо что-то вот настолько сильно выбьет из колеи, выведет из себя, что вы, да, в страшного зверя превратитесь. Всех напугаете. Здесь люди смотрят на вас вот такими огромными выпученными глазами. Всем будет страшно. И тем, кто виноват, и тем, кто не виноват. Ну вот кто рядышком будет, вот все испугаются. Вы такую серьезную заявочку о себе сделаете. Многие люди считали вас даже в какой-то степени, но это обидно, конечно, прозвучит, но я все равно скажу, если не хотите слушать, просто закройте уши. Вас считали бесхарактерной, либо бесхарактерным. Ну, потому что вы слишком мягкий, добрый человек. Ваше хорошее воспитание, ваши прекрасные манеры действительно воспринимали как бесхребетность, бесхарактерность. И тут вы такого зверя явите. Там все присядут, понимаете, а кто послабее, тот и, извините, обгадится. Вот. Ну а как? Страшно будет, да? Прям скажете: стоп, хватит, не позволю. И все, и все присели. И запахло. Не очень хорошо запахло. Вот. Видно, пришло вам время действительно показать, кто вы есть по сути, по факту. Видно, пришло время, вот эти все горячие головы, которые, извините, уже все лимиты перешли, да, все барьеры перешли, все красные линии, поставить их на место. И вот вижу, что какими-то несколькими словами, а главное вот выражение вашего лица, тон вашего голоса, действительно всех напугаете. Будут ходить, будут шептаться, будут оглядываться. Но более с момента вот этого события, происшествия, никто ни при каких условиях не позволит себе на вас поднять голос. Не только там что-то плохое сделать, просто даже поднять голос. Никто не позволит. Все будут помнить вашу реакцию, все будут помнить, что у вас внутри большой страшный зверь, и что нужно с вами вести себя максимально учтиво, да, а то не поздоровится. Да, аж холодок, понимаете, я рассказываю, я вижу эту картинку, у меня холодок идет. Меня напугали, понимаете? Да, меня, конечно, сложно напугать, но у вас получилось. Ой, многого вы о себе не знаете. Ой, такое открытие. Редкое открытие раз в жизни бывает. Вот оно вас и ждет. Ну и ваше окружение тоже ждет. Пусть знают, с кем дело имеют. А то, смотрите, как обнаглели, распустились. Ничего, вы порядок наведете. Вы такой, вы такая. Дальше, мои хорошие, переходим к левой стороне. С левой стороны здесь какой-то человек ради вас готов полностью перечеркнуть свою жизнь. Ох. Вот как будто бы он все бросает, все оставляет и говорит: мне ничего не надо. Мне любовь нужна, мне она нужна, либо мне он нужен. Вот. Если это взаимно, то это прекрасное событие.
которая сулит вам совместную жизнь и совместное счастье. Да? Человек вот прям ради вас делает этот решающий шаг, отказывается от всего разом, лишь бы быть с вами. Если это событие не взаимное, ну тогда готовьтесь к потрясениям. Чей-то муж, либо чья-то жена вам тут заявочку такую бросит, что вот я так тебя люблю, ради тебя хоть сегодня там от жены уйду, либо хоть сегодня от мужа уйду. И вы такая стоите и думаете: боже, а что мне с этим делать? Откуда ты взялся? Да? Либо откуда ты взялась? Ну, в общем, для кого-то это событие прям желанное счастье, для кого-то это шок в шоке. Шок в квадрате, в кубе, не знаю, в иной степени. Прям что-то небывалое. Но, тем не менее, что идет, то идет. Дальше. Большой молоток вам больше не нужен. Вам что-то маленькое нужно. Что-то маленькое и легкое. Ну, допустим, большой молоток. Это может быть тяжелая работа. И вам приходилось прям от заката до рассвета впахивать за какие-то смешные деньги. А теперь вы, например, уходите в онлайн-заработки. И для того, чтобы работать, вам нужен просто смартфон. А он ведь не тяжелый. Да? Он не тяжелый. Слушайте, с большим удивлением вы и радостью, удивлением и радостью большой молоток меняете на вот эту маленькую вещицу. Ну, у кого-то смартфон, у кого-то что-то другое будет. Да, может быть, не обязательно онлайн-заработки, может, это что-то вообще там не связано с онлайном, но тем не менее что-то легкое, да, где легко можно и быстро заработать, и не нужно вот вкалывать от рассвета до заката. Да, хороший знак, мне нравится. Не могу подробнее рассказать, потому что вы все слишком разные, а я, к сожалению, не очень разбираюсь в современных видах заработка. Вот. Ну, и если это ваше, оно не уйдет. Оно придет и не уйдет 100%. Дальше, мои хорошие. Также слева показано, что предложение вас ждет. Предложение, связанное с домом, с жильем. Не могу сказать точнее, но опять же вы стоите на полусогнутых, видите? То есть прям какая-то проблема нерешаемая. Вот. А как будто бы сзади вас зовут, и дверь открыта. И вам говорят: ну, пожалуйста, проходи, просим, да, входите, мы ждем только вас. Жилье, аренда, место жительства. Вот в таком ключе. Опять же, вы почему-то на полусогнутых. То есть нет сил бороться, либо не осталось никаких вариантов. Вы в таком подавленном состоянии, то есть вам ничего не светит, никаких предложений нет. И в принципе быть не может. И тут вас зовут. Открывается дверь, и вас зовут, вас приглашают. Может быть, даже и чей-то дом. Да? Может быть, вам что-то сейчас недоступно, ну, либо так сложилось, что вы куда-то к кому-то попасть не можете. Но вот прям зовут и приглашают. Хорошее, неожиданное событие, побольше бы таких. Ну, а если это жилье конкретное, да, вам жилье, то прям я вас поздравляю, хороший знак. Пока другие стоят в очереди, позовут именно вас. Да, а эти в очереди там могут возмущаться, но вы на них внимания не обращаете. Если зовут вас, значит так надо. Нельзя отказываться, ни в коем случае. Ну и в самом венце вас показывают большой гордой птицей. И крылья вы так вот выложили, сложили, да, в букву «В». Победа, громкая победа вас ждет. Не могу сказать над кем, не могу сказать в чем, вы меня извините, но все-таки общая отсыпка. Делайте скидочку мне. Но это победа, и вы гордая птица. То есть сами для себя добивайтесь победы. Либо это чисто ваша победа над кем-то, либо над чем-то. Классный знак, мне очень-очень нравится. С левой стороны люди, которые от вас без ума, любящие. А с правой стороны люди очень верные, люди, которые в вас верят. Хорошие люди вас будут окружать. Либо с хорошими людьми вы разделите торжество вот этой победы. Хороший, добрый знак. Мне нравится. Пусть так и будет. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.